Учитель Новочебоксарской школы номер 2 Оксана Ильина завоевала гран-при всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Какие секреты знает педагог, чтобы не только побеждать на конкурсах, но и вызвать интерес детей к чувашскому языку? Причем здесь песни и танцы, расскажет Наталья Егорова. Это не урок музыки или хореографии. Так на занятиях по чувашскому языку ребята изучают танцы народов нашей страны. Это и взбодриться помогает, и учиться с большим энтузиазмом. Такие вот энергичные пятиминутки во время урока. На своих уроках я стараюсь не просто потанцевать, а именно знакомство с нашими, то есть традициями наших народов. Не просто мы должны знакомиться с чувашским народом, его традициями, культурой. Мы должны не только в сравнении, а мы должны понимать, что каждый народ по-своему богат. Богат своей культурой, своими песнями, танцами, одеждой национальной. А вообще у Оксаны Разиновны каждый урок начинается позитивно, с песни на национальном языке. Это известный прием, когда язык учат по песням и фильмам в оригинале. Таким образом, слова запоминаются гораздо быстрее и легче. Ребята даже дома поют чувашские песни. Одна бабушка говорит: Оксана Разиновна, а знаете что? Вот у меня, говорит, внук Илья по телефону другой бабушке поет песни, которые изучает на уроке на чувашском языке. Да, они схватывают то, что я им предлагаю, и мне это приятно, это меня вдохновляет. Оксана Ильина работает в Новочебоксарской школе номер 2 четверть века. Интересно каждый день, говорит она, если любишь свое дело и общение с детьми. Придумывать для них увлекательные задания – это настоящий квест. Важно не дать заскучать ученикам ни на минуту, чтобы каждый урок проходил с пользой. Когда ребята вовлекаются в процесс и делают что-то своими руками, например, персонажи сказки, они легче запоминают слова. Например, хвост, хюре. Всероссийский мастер-класс учителей родного языка проходил в Москве в декабре. 36 лучших педагогов со всей страны были приглашены на очный этап. Главный приз достался Оксане Ильиной из Чувашии. Победа на таком престижном конкурсе, конечно, вдохновляет. Но самое главное в работе учителя – это когда ученики начинают понимать необходимость изучения языка. Интересные слова такие. Мне хочется тоже по-чувашскому научиться разговаривать. Интересно, я узнаю мой родной язык. И знаю новые слова. Дома мне нравится разговаривать по-чувашски. В деревне я с бабушкой по-чувашски. Про бабушки со всеми я по-чувашски разговариваю. Я люблю читать чувашский и русский. Два языка – это как два ума. Чем больше ты учишь языков, чем умнее ты становишься. Оксана Ильина также проводит мастер-классы для ребят, желающих продолжить изучение языка вне уроков. На таких занятиях они и поют, и сценки разыгрывают. Вот, например, поставили сказку «Репка». Сырик, она калармаш тварь. Туртать, турца калараймаш. Старик, ченчик, не. Аджар, дельга блошма. Туртриш, турца калараймаш. Есть у новочебоксарской учительницы и другие достижения. Оксана Ильина – победитель многих республиканских и межрегиональных конкурсов. Вместе со своими учениками активно участвует в фестивалях. И, конечно же, собирается и дальше продолжать открывать детям новые грани языка. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.